С 6 по 9 сентября во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева прошел чемпионат России по дзюдо. Главный турнир страны в этом виде спорта наша республика принимала впервые. Хорошо! О, кубаться! Все, зигзаг На торжественной церемонии открытия чемпионата России по дзюдо присутствовали глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров и олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев. Выражая благодарность Федерации дзюдо России, которая выбрала Ингушетию для соревнования такого уровня, Республику Ингушетия всегда славилась своими борцами. Наши дзюдоисты становились чемпионами на олимпийских и ведущих мировых первенствах. Всегда с удовольствием слежу за их успехами. Поздравляю гостей и участников с началом соревнований. Приветствую всех, кто приехал к нам в гостеприимный край. Желаю спортсменам заслуженных побед и гостям зрелищных поединков. Удачи вам! Добрый день, салам алейкум. Я приветствую всех гостей, зрителей, участников этого мероприятия. Я очень рад, что чемпионат России проходит в нашей республике. И очень надеюсь, что всем зрителям, всем гостям понравится наша организация и наш чемпионат. Просто хочу пожелать всем успехов и удачи. Даляту Бахлов. В первый день чемпионата России по дзюдо за награды боролись мужчины и женщины в 5 весовых категориях. Одним из первых в составе сборной Ингушетии на татами вышел Исмаил Чесыгов, победитель всероссийских и международных турниров. На этот раз груз ответственности на плечах Исмаила был еще тяжелее, ведь за его выступлениями следила вся Ингушетия. Проведя 5 схваток, Исмаил стал обладателем серебряной медали. Вот самые яркие моменты выступления Исмаила Чесыгова.
73 региона представляли сильнейшие дзюдоисты. Одним из дебютантов чемпионата стал Иван Петров, который выступал впервые на таком большом и конкурентном турнире. В первые же схватки Ивану пришлось выйти на татами против очень опытного соперника. В неуступчивом противостоянии, которое длилось несколько минут, Иван все-таки сумел добиться своей первой победы. Я обрадовался, был очень настроен на эту схватку. Я рад, что получилось победить. Конкуренция запредельная, победить хочет каждый, соответственно, большая ответственность лежит и на судьях. Каждый бросок может повлиять на результат схватки. На чемпионат были приглашены опытные рефери олимпийской категории, которым пришлось проделать большой объем работы уже с первого дня чемпионата. Пока судейство справляется, с желанием участников бороться. Сегодня мне еще предстоит, через 2 встречи, у меня будет первая встреча, на которую я выйду. А на ваш профессиональный взгляд, как подготовлены спортсмены? Что вы можете сказать еще? Они готовились, естественно. Для них это главный старт года, поэтому я думаю, что они все в форме, а кто сильнее, тот и выиграет. На лицах болельщиков, которые приехали со всех уголков России, было заметно волнение. Неудивительно, ведь здесь, с трибуны, каждый переживал за представителя своего региона. Турнир очень сильно организован, зал прекрасный, отличный, такого зала даже понравилось это табло, которое там висит, очень удобно сделали. Много сборников борется, мы видим, они, видно, хотят подтвердить тот класс, который они в сборной показывают, и они борются, мы знаем сборников всех. И молодые, и сборники очень интересно смотреть, захватывающе просто. По окончанию первого дня чемпионата состоялось торжественное награждение победителей и призеров первого соревновательного дня в 5 весовых категориях. На 3-й день чемпионата на татами вышли спортсмены в 5 весовых категориях. Давайте вспомним самые яркие моменты этого соревновательного дня. Старт нового олимпийского цикла не за горами, потому удачное выступление участникам чемпионата давало возможность побороться за право представлять сборную страны на Олимпиаде 2020 года.
Третий день чемпионата получился очень интересным и непредсказуемым. Болельщики понаблюдали за схватками сразу на 4 татами. На одной из площадок сошлись спортсмены из Краснодара и Тюмени. Дзюдоисты боролись на равных, но очень скоро представителю Краснодара удалось одолеть соперника эффектным броском. Напряженная схватка была очень, это первая схватка. Она всегда самая тяжелая. Соперник очень поджирал, бился, дрался, на схватке не боролся. Напористый очень был. В спорте не бывает мелочей. Арбитров заранее знакомят с новшествами, чтобы избежать споров. Также судьи международного класса проводят ежедневные сборы, на которых они делятся опытом. Затем, что происходит на татами, следят и камеры видеонаблюдения. Работа проходит в штатном режиме, все хорошо, ребята очень титулованные здесь борются, очень ответственные, знающие свое дело. Все решалось в рабочей обстановке, в штатном режиме, были какие-то недочеты, но мы устраняли. Схватка за схваткой. Каждая победа переводит участников на следующую ступень, а в финале сразятся только лучшие. В 90 килограммов у нас 5 человек борется. Я думаю, из этих 5 кто-то победителем или призерами, обязательно кто-то зацепится за тройку. 9 сентября начался 4-й день чемпионата. Личные встречи окончены, победители и призеры определились. Настало время проявить себя, но уже для общекомандного результата. Первыми на татами сошлись команды ЮФО и СКФО. Нервы накалены до предела, никто не хочет уступить, а поддержка команды мотивирует еще больше. Евгений Иванов – одна из главных надежд Сибирского федерального округа, особенно когда команда уступает в 1 балл. Спустя несколько напряженных минут опытный Евгений все же сумел перебороть неуступчивого соперника и принес драгоценный балл команде. Счет 2-2. Моя встреча была важна, потому что мы проигрывали 2-1. Сейчас мы сравнялись, и у нас получились очень хорошие шансы на победу. Сейчас у нас
борется воля Артошина, и она делает счет 3-2. И это очень большая польза для команды. Почему? Потому что командный дух – это очень сильно и помогает. Дзюдоисты СКФО зарекомендовали себя с самой выигрышной стороны и поддерживают этот статус. На чемпионате им предстояло оправдать звание фаворитов и побороться за призовое место. Дзюдо – такой спорт, что от одного броска чаша весов может склониться в пользу противника, поэтому команда СКФО решила выложить все козыри сразу. Победа не заставила себя долго ждать. Очень приятно мне то, что наша команда победила, очень много положительных эмоций испытал. Сейчас настраиваемся за борьбу на 3-е место. Ты уже боролся или нет? Нет, еще не боролся, моя схватка еще не проходила, но за 3-е место я должен выступить. За каждой схваткой пристально следили судьи высшей категории. Спорные моменты, конечно, возникали, но опытные рефери к этому привыкли. Я могу только сказать, что чемпионат получился очень эмоциональный, и поблагодарить организаторов за такой высокий уровень подготовки к чемпионату, такой теплый прием гостей чемпионата. И, на мой взгляд, это один из самых лучших чемпионатов за последнее время. Ну, так как это единоборство, нельзя сказать, что это прошло гладко, да, это прошло горячо, с эмоциями, поэтому чемпионат получился насыщенный, яркий. Но, на мой взгляд, все победители определены правильно. Спорткомплекс как раз позволяет создать такую атмосферу. Он, как вы видите, находится в виде колодца, в виде, как в Древнем Риме был, да, в виде Колизея. Поэтому атмосфера... и так как зрители находятся близко к татами, поэтому они бурно реагируют, и мы это все чувствуем и слышим. И это придает определенную атмосферу соревнованиям, определенную атмосферу чемпионату. Поэтому это здорово. Но я могу сказать, что чемпионат России, первенство России проводится по международному стандарту. Как мы уже отметили, чемпионат практически прошел на высоком уровне. Соответственно, Ингушетия может принимать такого рода соревнования и даже международные. В заключительный день соревнований гости и участники чемпионата поделились своим мнением относительно организационного уровня соревнований. В свою очередь поблагодарить организаторов, потому что организовано мероприятие на высшем уровне. Можно сказать, что это просто праздник борьбы, соревнования. И я участвовал во многих международных соревнованиях, и ничем не уступает этот старт им по уровню организации и массовости. На самом деле, первая репетиция проведения этого чемпионата уже была год назад, когда мы проводили в этом зале первенство России среди юниоров, и были проработаны полностью все схемы по транспорту, проживанию, питанию. Если какие-то и были недостатки, то на этом чемпионате все недостатки почищены, и нет никаких жалоб со стороны делегаций, спортсменов, тренеров. То есть я считаю, что чемпионат этот прошел на очень высоком уровне, и я думаю, что в следующий раз, если вдруг Ингушетия попросит проведения, что Федерация дзюдо с удовольствием даст возможность проведения в этой республике. Анатолий, мы не первый год у себя в Ингушетии принимаем соревнования такого масштаба. То есть в прошлом году мы проводили первенство России по дзюдо, в этом году чемпионат России. На ваш взгляд, что можно сказать про площадку проведения, то есть про дворец спорта Магаз? И если говорить общем, способна ли Ингушетия принимать соревнования еще более крупного масштаба? Да, после проведения первенства России до 2021 года площадка была реконструирована, то есть была проведена огромная работа сотрудниками Дворца спорта Магаз. Были убраны трибуны, которые мешали укладке татами в полноразмерного. И то есть это большие средства, большие расходы, и все было выполнено по условиям проведения соревнований по дзюдо.
Если Ингушетия будет претендовать на проведение соревнований международного уровня, то они будут проводиться по точно такой же схеме. И единственный нюанс – это строительство, может быть, каких-то гостиниц для приема гостей, потому что в этот раз также приходилось размещать не в самом городе Магасе, Назрани, а приходилось немножко долго добираться транспортом. Хотелось бы отметить и благодарить правительство Республики Ингушетия, Министерство спорта и Федерацию дзюдо Республики Ингушетия за тот вклад, который они смогли сделать своим коллективом, потому что и спортсмены, которые помогали, и люди, которые от души все делали, просто хочется огромные слова благодарности им сказать. Не только от меня, но от всего коллектива Федерации дзюдо России и также от команд, которые представляли сегодня этот чемпионат. Без преувеличения можно сказать, что этот турнир для многих ребят станет мотивацией на то, чтобы начать заниматься одним из самых популярных видов спорта – дзюдо и добиваться высоких результатов. Желаем удачи всем!